В мае 1918 года меньшевики Грузии объявили о создании независимого государства и предъявили свои права на территорию Южной Осетии. К этому времени в регионе уже функционировал Национальный совет Южной Осетии, куда входили представители различных политических партий. В своем постановлении Национальный совет высказался за предоставление южным осетинам права свободного самоопределения. 25 мая 1920 года правительство Грузии направило в Южную Осетию войска, однако осетинские повстанцы оказали сопротивление. Основные силы грузинских захватчиков были разгромлены в Дзау, где более 250 солдат оказались в плену. Остальные отступили к Цхинвалу, но к вечеру 7 июня город был освобожден повстанцами. А 8 июня на массовом митинге в столице Южной Осетии Ревком провозгласил советскую власть от Они до Душети. Это послужило поводом грузинскому правительству для начала давно готовившегося широкомасштабного вооруженного вторжения. В Южную Осетию были направлены карательные отряды, которые начали операцию против мирного населения республики. 20 июня карателями было уничтожено политическое руководство Южной Осетии, расстреляны 13 коммунаров. О масштабах геноцида говорят документальные материалы специальной комиссии, работавшей с участием в том числе и грузинских представителей. Грузинскими карательными войсками было убито более 5000 человек, включая женщин, стариков и детей, что составляло на тот момент 20% населения Южной Осетии. Более 7000 южных осетин были вынуждены покинуть свою родину. Власть Советов была восстановлена в Южной Осетии только 5 марта 1921 года. События начала 20 века повторились в его конце, пусть и не в столь трагических масштабах. История повторяется в форме спирали, но однажды этот круг следует разорвать. Провозглашенная 29 мая 1992 года независимость Южной Осетии была признана Российской Федерацией и рядом других стран после еще одного кровавого витка грузинской агрессии в августе 2008 года. Анжела Кукоева, Оксана Джоева. Информационный выпуск сегодня.